Законодательное обеспечение развития и освоения Арктики обсудили в Москве в Госдуме. Речь шла о внесении изменений в природоохранное законодательство в целях усиления ответственности за загрязнение арктической зоны России и развития национальной системы мониторинга состояния окружающей среды арктической зоны страны. Участники отметили, что проблем социально-экономического развития арктической зоны с учетом природно-климатических и экономико-географических факторов много. Это неразвитость транспортной и энергетической инфраструктуры, высокие тарифы, высокая степень износа жилищного фонда, коммунальных систем социальной инфраструктуры, высокая доля социально незащищенных слоев населения, сокращение доли трудоспособного населения в результате миграционного оттока. Арктика при этом является почти неосвоенной в хозяйственном отношении территории России, что объясняется наибольшей капитала и трудоэнергозатратностью. Первый момент – это социально-экономическое развитие. И начать здесь, конечно, было бы правильно с людей, с народов, проживающих в регионах Крайнего Севера. Коренные малочисленные народы сегодня проживают в 28 субъектах Российской Федерации, территории 8 из которых включены в состав арктической зоны. Это уникальные носители знаний о ландшафтах Арктики, хранители традиционных ценностей и культуры. И сохраняя свою самобытность, большинство из них продолжает использовать природные ресурсы традиционными способами. Именно поэтому большинство мер экономического характера осуществляется применительно к местам их традиционного проживания и хозяйственной деятельности. Приоритетными направлениями для нас являются вопросы образования и медицинского обеспечения коренных народов. Мы сосредоточим финансирование на строительстве столь важных объектов, как школы, больницы, детские сады, спортивные и культурные объекты в местах проживания аборигенных народов. Участие в работе заседания принял и председатель парламента Якутии Александр Жирков. Он заметил, что создавать благоприятные условия для бизнеса и проживания людей на всей территории Дальнего Востока и арктической зоны необходимо в комплексе, одновременно установив меры как экономического, так и социального стимулирования. По мнению спикера Елтумена, наилучшим механизмом такого регулирования является принятие комплексных законов.